2019 год по праву можно назвать переломным для киноиндустрии Казахстана. Кинодеятели уверены, что именно с этого времени начался отсчет новой эпохи в отрасли. Помимо принятия закона о кино, открывающего новые возможности для творчества и международного сотрудничества, именно в это время свою деятельность начал Государственный центр поддержки национального кино. Я работаю в Казахстане уже 11 лет, принимала участие в продюсировании многих проектов знаковых, в том числе «Мэнбала», «Уроки гармонии», фильм, который получил на Берлинском фестивале «Серебряного медведя», и другие проекты. И поэтому близко знакома с казахстанским кинематографом и очень радуюсь новому закону и тем изменениям, которые произошли. И в первую очередь это, конечно, создание киноцентра. В настоящее время работа центра заключается в поддержке отечественной кинематографии и повышении ее конкурентоспособности, финансирование и мониторинг кинопроектов, соответствующих национальным интересам, привлечение инвестиций в сферу кино, кинопрокат национальных фильмов, поддержка фестивального движения и многое другое. При содействии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в этом году в мае месяце, этого месяца мы начали действовать, и вот был объявлен первый, называем так, питчинг. Это, значит, конкурс, будем называть так, если прямо так сказать, на создание фильмов, это национального характера, национальной поддержки, чтобы это было, чтобы государство поддерживало, был объявлен конкурс, и было собрано первый питчинг, это 102 или 103 фильма. Для проведения конкурса был организован экспертный совет, состав которого был утвержден правительством. В компетентное жюри вошли именитые деятели киноискусства, режиссеры, сценаристы, драматурги, дистрибьюторы и другие. Рассматривали 95. Некоторые фильмы сами произвольно не ушли, не готовы были, не было сценария. Но из 95 фильмов при первом запуске, при первом утверждении было запущено в этом году 18 картин. Это в истории, значит, такого не было, чтобы 18 картин при государственной поддержке запустить в один год. Сейчас находятся эти фильмы в производстве. Вот, они сдают материалы, мы рассматриваем, они сдают отчеты, вот, мы им помогаем. Модель работы центра разрабатывалась не столько на основе зарубежного опыта. По большей части она создана для эффективного развития отрасли именно в Казахстане. Нам удалось разделить все проекты, которые к нам поступали, на 7 отдельных групп. И это очень тоже важно. Дело в том, что теперь будут поддерживаться все желающие снимать кино, все творческие люди. Это и дебюты, и короткие метры, и проекты, нацеленные на коммерческий успех, и артхаусное кино, то кино, которое будет представлять нас на мировой арене, и анимация, которая тоже сейчас развивается достаточно активно в Казахстане, и, конечно, документальные фильмы. Претендовать на звание национального фильма в равной степени могут как авторские картины с ярко выраженным потенциалом для участия на международных фестивалях, так и коммерческие, художественные и анимационные фильмы, ориентированные на массового зрителя. Но работа на этом не останавливается нашего центра. Мы продолжаем дальше, значит, действовать, и уже на следующий год конкурс объявляем, конкурс фильмов, который будет запускаться в следующий год. Вот. И вот на вчерашний день было 220, что ли, около 220 заявок. На этот раз конкурс был объявлен не только для картин в национальной тематике. Жанры предложены самые разнообразные. Это художественные, это арт-фильмы, это совместное производство, дебюты, а также анимационные фильмы. Но на сегодняшний день мы только успели рассмотреть, вот 2 заседания было экспертного совета. Это предварительное заседание, предварительный отбор. Сам питчинг будет проходить в конце января. При предварительном отборе, значит, мы уже успели рассмотреть фильмы
полнометражные, художественно отобрать, какие фильмы действительно могут быть сниматься, являются национальными. Большая часть заявок в этот раз приходится на художественные фильмы, нацеленные на коммерческий прокат. Их 66. Дебютных картин было подано 38. И вот уже на последнем конкурсе было получено в 2 раза больше проектов, чем ожидалось. И сейчас наши эксперты казахстанские работают над тем, чтобы выбрать самых достойных участников, которые будут участвовать в открытом питчинге. Впервые в Казахстане пройдет открытый питчинг проектов. Он будет транслироваться онлайн на нашем сайте. И любой желающий вообще в любой конце мира сможет его посмотреть и узнать о том, как у нас происходит отбор проектов, какие проекты интересны сегодня и какие проекты получат вообще финансирование. Согласно мнению экспертов, это новый перспективный стандарт открытого цивилизованного рынка кинопроката, что в свою очередь обеспечит приток больших инвестиций в киносегмент. Второе направление, которое для нас очень важно, это развитие ЕАИС. Что такое ЕАИС? Это система единого электронного билета. Таким образом, весь рынок казахстанский будет виден и понятен и инвесторам, и международным партнерам, и, главное, самим деятелям кино, которые сегодня снимают кино в Казахстане. В 2020 году будет введен единый электронный билет, и я надеюсь, что это просто диаметрально изменит вообще все, что происходит в Казахстане. Надеюсь, сюда зайдет намного больше международных партнеров. И также, возможно, появятся и инвестиции внутри Казахстана. Отдельно стоит отметить открывающиеся перспективы для международного сотрудничества в сфере киноиндустрии. Очень большой интерес у нас при совместных производствах с другими странами. Например, с Россией очень интересно. Интерес России не только вот то, что совместно, но на интересный прокат. Потому что, как вы знаете, у нас очень прокат маленький, всего 18 миллионов проживающих, из них зрителей еще меньше намного, естественно, и прокат очень слабый, но в России очень сильный, хороший прокат, поэтому мы заинтересованы в совместной картине с Россией, потому что идет большой прокат. Однако поддержка создания новых кинокартин – это только часть функциональной нагрузки Центра национального кино. Кроме этого, его работа направлена на другие, не менее важные аспекты индустрии. Центр работает не только в этом направлении, только запустить фильмы и так далее. Мы работаем еще, вот у нас в программе стоит продвижение казахского кино за рубежом. На международных кинофестивалях мы представлять будем наши фильмы за рубежом, а также проводить дни казахского кино за рубежом, вот, в других странах, чтобы знакомить зрителей других стран с государством нашим, с Казахстаном, с казахским кино. И у работы в данной сфере уже есть первые результаты. Очень многие фильмы казахские начали появляться на международных фестивалях, участвуют, получают призы. Если раньше там 1-2 фильма где-то там 5 лет получит, мы кричали «Ура!», мы получили приз, а тут бывает в год 3-4 фильма сразу на разных фестивалях, даже на фестивале класса получают призы. Кроме того, для киноцентра также важно создание национальной киноиндустрии, способной зарабатывать деньги. Также очень важно участие во всех бизнес-площадках, которые существуют при фестивалях. Каждый крупный фестиваль, особенно фестивали класса А, они имеют такую площадку. Это рынок в Берлине, кинорынок в Каннах, в Америке существует несколько таких рынков. Мы будем открывать свой стенд на берлинском кинорынке, продолжать работу павильона в Каннах, а также участвовать на фестивале в Торонто, в Пусане и на самом крупном AFM, это American Film Market, американский кинорынок, который проходит в Лос-Анджелесе. Вот такие крупные ивенты мы запланировали для продвижения казахстанского кино. Будем представлять, будем общаться с селс-агентами, заниматься продажами фильмов, которые имеют потенциал для международного зрителя. И, конечно же, будем поддерживать всех тех участников, которые отобраны для показа своих фильмов на этих кинофестивалях. Другое важное направление – возврат части денег, потраченных иностранными кинокомпаниями на территории Казахстана, так называемый ребейт.
Если зарубежные кинематографисты планируют съемки на территории Казахстана, государство в лице киноцентра готово вернуть им до 30% потраченных средств на производство. Это большая мотивация для того, чтобы иностранные киностудии начали снимать свои фильмы именно у нас. Если раньше вы знали только частные студии, там снимали вот эти развлекательные картины, которые местным прокатом проходили, а все деньги шли на Казахфильм. То есть Казахфильм диктовал, эти картины будут, эти нет. А центр сейчас распределяет не только Казахфильм, и частным студиям. Есть очень интересные студии, которые создают интересные фильмы. Например, «Каникулы оффлайн», который недавно прошел по телевизору, знаете, такое комедия, в то же время очень интересная тема у него была. Детей везли в аул, в лагерь, там обучали языку. Это очень интересная тема. Если ранее создателям проектов требовалось для съемок находить спонсоров или устраивать краудфандинговые акции, то теперь каждый режиссер и сценарист может обращаться со своей идеей непосредственно в Центр кино. Значит, там есть целая программа, что не просто взял сценарий, принес и все далее. Начинает с синопсиса, значит, и дальше сценарий представляет полный метр. И требования, если, значит, обязательно, должно быть затронуты именно национальную поддержку, именно показать национальную нашу. То есть и в то же время не должно быть, будем говорить, что пропаганда терроризма, не должно быть пропаганда секса, чтобы этого не было. То есть такие воспитательного, материала не должно быть. Полученные синопсисы и сценарии рассматриваются экспертным советом, состоящим из 15 человек. Каждый высказывает свое мнение, и на обсуждении коллегиально выносится решение. Затем материалы направляются межведомственной комиссии, в которую входят представители Министерства иностранных дел, информации, финансов, культуры и спорта. Каждое представительство рассматривает проект на соответствие по отдельным пунктам. К концу следующего года они уже выйдут на экраны. Тогда вы увидите, какие фильмы были сняты. Первые шаги нашего центра. Я думаю, что очень достойные фильмы, которые, в общем, были запущены, они все достойны быть в прокате, быть показанным нашим зрителям. Я думаю, что они займут свое достойное место на листе кинематографии. Там очень интересные картины, очень интересная тема и разная тема. У нас жанрово не в одном направлении. Там есть, будем говорить, исторические, если есть детективы, есть детское кино, есть комедийные планы, мелодрамы. То есть разные направления для разного зрителя.